Святая Марія, Мати Божа, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Мария, полна ласки, Пан с тобою, благословенная между женами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я благословен Тебе, и на веки вечные. Аминь. Мария, без греху першородного зачатия, Молись за нас, пропавай нам грехи наши, закрывай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и да поможи особливо Ты, кому наибольше потребна Твоя милосердность. Твоя обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас отсюда. Анна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас познай, Сыну Своему нас обжай, Сыну Своему нас отдай. Христос Воскрес, Христос воскрес! Аллилуйя, аллилуйя! Нам радость принес, нам радость принес! Аллилуйя, аллилуйя! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Śpiewajcie Panu nową pieśń, bo On uczynił cudy. Перед очима язычников объявил свою справедливость. Аллилуйя. Эту и святую мушу справую отправляю за Beatu z nagody dnia narodzenia, prosić Bożego błogosławienia, uzrastania u łasce Bożej, zdrowia duszy i ciała, a tak samo opieki Najświętejszej Panny Maryi. Ja prosimy za wszystkie nasze grzechy, aby mogli z czystym sercem złaścić Twoją najświętejszą ofiarą. Споведаюся Богу всема правом. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогущий, и отпустивши нам грехи, дарите нам Царства вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, хвалимся Тебе, прославляем Тебе, дякуем дарителя великой хвалы Твоей. Пане Боже, помогай
Змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету. Прими моление наше, яки сядешь вооружайся, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, неизменно узмацняй нас деяния пасхального сакраменту, как Ты, якого Ты одрадил своим святым кростом, с допомогой Твоей ласки принесли богатый плен наших учеников и досягнули радость життя вечного, через Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание книги «Деяния апостолов». У те дни Павел и Варнава вернулись в Листру, по Иконию до Антиохию, умацовуючи душі учнів і заохочуючи їх тривати віри, бо нам треба пройти през многие терпения, как увойти в Божие володарство, рукопоклавши им у кожному костеле пресвитеров, у молитве и посте доручили их Пану, у якого поверили. Пройшовши през Писидию, прибыли в Памфилию, и, обвестивши слово у Перге, сошли в Аталию, оттуль отплыли в Антиохию, где были доручены ласцы Божией на справу, якую вы виконали. Коли пришли туди и собрали костер, рассказали, як шмат Бог учинив з ними, и як он отчинил браму веры язычникам. В это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Щедрий, милосердный Пан, долготерпливый шмат милостивый, Он добрый до всех, и милосердность Его над усими створениями Ягоными. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Няхай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Няхай оповедают про славу Твоего володарства, и могутность Твою обращают. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Няхай сыны человечие доведаются про Твою могутность, и проверишь славы Твоего володарства. Володарство Твое, володарство всех веков, и панование Твое с поколения в поколение. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Читание книги Апокалипсиса святого Яна.
Я, Ян, убачыў новае неба і новую зямлю, бо першае неба і першая зямля мінулі, і мора ўжо няма. І убачыў святы горад, новы Єрусалім, які сыходзіў ад Бога з неба, падрыхтаваны, быццам нявеста, прыбраная для свайго жаніха. І пачуў я гучны голас з трона, які казаў: «Вось скінія Бога з людзьмі, і Ён будзе жыць з імі, і яны будуць ягоным народам, і Ён будзе Богом з імі. І вытра кожную слязу з вачэй іхніх, і ўжо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю ўжо не будзе, бо ранейшае мінула». І сказаў той, хто сядзеў на троне: «Вось чыню ўсё новае». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алелюя, 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 Алілуя, алілуя, алілуя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Алілуя, алілуя, алілуя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Хвала Тобі, Пане. Калі Юда выйшаў з вечерніка, Jezus сказаў: «Цяпер услаўлены Сын Чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Калі Бог услаўлены ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе, і хутка уславіць яго. Дзеці, яшчэ крыху я буду з вами. Новую заповедь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Так і вы любіце адзін аднаго. Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго». Гэта Слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Один сенс, який ідзе праз усе чытання, розпочинаючи нават ад кнігі «Дзеяння апостолів», у часі Великодним ми особливий спосіб читаємо і чуємо і знову, так тиждень тому назад, Павел і Варнава вернулися і прийшли туди. Сьогодні побачили, що наложили руки. Что это означает наложить руки? Это означает, что не побить когось, наложил когось руку, побить когось. Так вот, что аж два фингалы внутри, и ноги головой шеи и далее. Нет, наложили руки, это так званое рукопокладение, якое по сегодняшний день отбывается при посвящении святарских. Это символ такий, який так званий з'являється сукцесією апостольською. Що це означає? Тягнеться від самих апостолів. Бо пан Єсус, коли вибрав апостолів, у такий сам спосіб накладав на них руки. І від цього моменту, кожен святар від цього моменту, ці руки Ісуса Христа передає один одному, накладує. Коли хто був на посвященні святарських, так бачив, що не тільки біскуп накладує руки, а так само новоосвячений святар проходить праз усіх ксяндзов і всі, що є, целебрують мшу, накладують руки на новоосвяченого святара. Покладення рук, що означає, передається сукцесія, czyli moc Boża, jaką jej dał sam Pan Jezus włóczniom, czyli apostolom. I tu tak samo jest. A co oznacza narodzenie Kościoła? To nowe życie. I to jest symbol nowości, gdzie on tak samo jest, istnieje. Patrzyli tak samo w Apokalipsie Świętego Jana, что так само было прочитано, что вось новый город Иерусалим, до якого вы все покликаны, как вы были новыми людьми, в этом новом житті уже не будет ані смерти, ані хвороби, ані нічого. Czyli tak tydzień temu nazad сказал Павел, и все Святое Писание ни о чем другим не говорит, о Иисусе Христе. И признают, и еще раз нам припоминают,
Гэты самы Езус Христос, якога вы забілі. Чаму вы і мы? Мы его забиваем нашими грехами, нашими дзесьці отцарапляемся от быцця добрым, от сапраўднай любові, якую маем спрадаваць другому чалавеку. І гэтым самым ёсць наша рука так само гэтыя цвікі, гэтыя бичы, які мы бичуем Езуса Христа, камянуем яго, можа, часамі нашими грехами. Але Езус Христос, ён не з'яўляецца тым, хто памёр. Ён з'яўляецца тым, хто уваскрос. І мы ў касцеле цэлебруем, не толькі ў касцеле, але і ў церкві цэлебруецца уваскрослага Езуса Христа, не мёртвага. Але дзякуючы смерці ён нарадзіўся да новага жыцця, каб усе мы акунутыя, абмытыя гэтай смерцю, альбо будзем у гэтай смерці, каб мы маглі паўстаць да новага жыцця. І святы Павел і Варнава аб гэтым абвяшчаюць у сённяшнім жыцці. Штосьці новае. Новае – гэта заўжды ёсць якаясьці небяспека. Пайсці альбо паехаць куда-то у новае месца, жыць, альбо, напрыклад, пайсці ў пілігрымку, то вы заўжды думаеце, што з сабой взяць. Мы не будзем браць таго, чаго мы карыстаемся кожны дзень, бо калі пайсці ў пілігрымку, трэба взяць столькі рэчаў і такія рэчы, якія нам не будуць мешаць ісці, тому трэба свой багаж выносіць з сабою, калі мы ідзем. Ну і таксама тут, як у жыцці, новае жыццё. Што бы нам патрэбна было, што мы могли взяць з сабою, каб яно нас не абцяжала, а каб яно дапамагала тое, што нам трэба нашым заплечніку, каб мы маглі выцягнуць і нам служыла. Як Езуса Христа у жыцці вечным. Бо мы ўсе пакліканы да гэтага жыцця вечнага. Гэта новае жыццё, якое крые небяспеку. Кожны з нас, напэўна, баіцца смерці, які нам будзе выглядаць, можа, сабе задае пісанне пытання. Але яна, смерць, з'яўляецца для вызнання нашай веры хрысціянскай новым жыццём, жыццём да вечнага. Бо каб мы не мелі перспектывы жыцця вечнага, то навошта мы жывем, навошта мы такія добрыя, навошта мы ходзім у святыню, навошта мы молімся, як мы не маем перспектывы жыцця новага. Молімся, каб атрымаць, каб дайсці да гэтай узнагароды, пра якую і піша Павел у лістах у сваім пасланні, каб мы імкнуліся, каб мы здабывалі тое, што для нас паклікана. А дзякуючы чаму? Дзякуючы Слову Божаму. Не ведаю, калі хто з вас звярнуў на герб новаабранага папу рымскага Льва XIV. Есть там розныя выявы, есть выява Марына, і ёсць знизу, калі чорненька на низу лежыць Святое Пісанне. На гэтым Святым Пісанні ёсць сэрца. Гэтае сэрца незвычайнае, бо яно пробіта страною. Што гэта азначае? Ну, гэта азначае толькі з адной стороны, і можа большасць, прыналежнасць папы рымскага, бо ён выводзіцца з ордену Августіянаў, czyli ад святого Августіна, які так званы. І што азначае? Бо калі мы будзем чытаць вызнання Августіна, захочу, каб вы прачыталі, калі хто мае вызнання ад святого Августіна, бо святы Августін з'яўляецца не толькі святым, а з'яўляецца докторам касцёла. А што гэта азначае? Ну, што пасля сябе аставіў штосьці вельмі ценнае. Гэта напісана, якім ён чалавекам быў, там напісана. Нам у семінарыі трэба было гэта прачытаць, але я чытаў гэта з цікавасці таксама з вызнання святого Августіна. І ён напісана, чым з'яўляецца повод яго навяртання. Поводам яго навяртання, калі ён быў у агародзе, праходзіў, знайшоў Святое Пісанне ляжала. Гэта Святое Пісанне было адчынена на пасланні да рымлянаў на 13 раздзеле. І было написано не у пьянстве, не у гулянности, не у распусте, але у Слове Божьем есть Бог. Прочитал, гэтых никаких слова, не все Писание прочитал. Прочитал один сказ и навернулся под уплывом этого сказа. Гэтае Святое Писание, якое там написано, нарисовано, с этой стрелою и сердцем, где показывает, что святый Августин навернулся, дзякуючы Божьему Слову. Так моцна гэтае Божие Слово пробило его сердце, што ён закахаўся ў Богу, прабітае разам з Христом для жыцця вечнага. І гэта новы сэнс жыцця. Што азначае прабітае сердце? Смерць не для кожнага чалавека. Але гэтая смерць, яна нараждаецца для жыцця незвычайнага. І мы ўсе пакліканыя да гэтага. Гэта прыгожы сімвал і святого Августіна. Новае, штосьці новае. І для гэтага новага адкрываецца, хоць быў добрым рыторыкам, добрым агностыкам, добра гаварыў проці Пана Бога. Аднака гэтая навука, якую знаў вельмі добра і выкладвае яе з пакорай у сэрца, можна сказаць,
навчав проти Пана Бога, привела його до навертання. Який б чоловік не був, але ця новость, вона хоче нам завжди нас напоїть. І ми сьогодні прочитали так само у Божьем Слове, у Евангелии, новую заповедь даю вам, как вы любили один одного. Пока Иисус Христос начал эту промову, у сегодняшнем читании вельми добро это учить. Поглядите, коли Юда вышел с вечерника, Иисус сказал. Чему и ранее не говорил? Любите один одного так, как я вас полюбил. Коли был Юда. Может, Юда медленно вернулся, может быть, изменил свое житие. Может, не пошел бы стражать, Бог этому он не пошел стражать. А под Иисус сказал эту великую промову в Евангелии Павла для Яна, это прихожая на долгая промова. И сегодня мы прочитали этот коротенький урывок, что нам дает новую заповедь. Это не старую, как мы не были у Старом Тестаменте, как мы не выполнили 10 Божьих заповедей. А новая заповедь, она удосконаливая то, и про что Иисус Христос не однойче повторяет, как вы любили один одного. И тому Юда этих слов не зрозумел, он бы их не принял. Он вышел. Иисус Христос начал до апостолов, припоминаючи, чим есть справжня любов. А як любите? Так, як я полюбив вас. А яка любов Ісуса Христа? Як не крижова любов, тяжкая, вельми, нам далеко до її, і не так само. Але має імкнуться, как її научиться. І ми, може, ніколи свого життя не віддадим так по волі Ісуса Христа, по-справедному, як нас Христос укрижував, бичевав, катував. Бо якщо нас хто-нибудь древне слово скаже, там уже обратимся на полсвета. А что означает, как мы еще что-то, как кто-то нас еще бичевал за это бил. Сегодня человек имеет великое право у свете и может борониться, когда кто-нибудь наше житё забить, мордовать. А Иисус Христос говорит про другую любовь, про любовь, которую я сам хочу отдать. Да и я свята хочу отдать свое житё для служения людям. Это не праца, это покликание, например. Маємо просить Пана Бога, как мы так само умели научиться этого нового життя. И не только вы, я так само, как мы умели любить один одного, так Иисус Христос отдать свое життя. По этим все познают, что вы мои учени, коли будете меня любить, коли будете любить один одного. А на чем это закликается, что Иисус Христос нас призывая у сегодняшнем Слове Божьем, у читании, которое мы прочитали для Апокалипсиса Святого Яна, звучали слова такие. «И убачил святый город, новый Иерусалим, який сиходить от Бога з неба, подрихтований быццам невеста, прибранная для своего жениха. И почув я гучный голос з трону, який казав, «Вось скиня Бога з людьми, и Он будет жить з ними, и они будут ягоным народом, и Он будет Богом з ими». Пам'ятаєте, Бог з ими, это означает народ выбранный, який іде разом з Богом праз пустыню, праз мора, праз гэтыя 40 годов. Бог з ими, Бог з нами ёсць заўсёды. Але чым гэта сабе усвядамляем? Чым мы так голодные Пана Бога, бо тут как для Яна Він запрашае нас на веселье. Незвычайное веселье, бо тут жанчына приодетая у клейноты, незвычайная, у бриллианты, якісь найдрагоценнейшие камни, якія можна было нанести. А на веселье, коли идем, то як идем? Ну, конечно же, идем. Постимся, некоторые говорят, день-два, добре поспоживать, поесть и покаштовать, очень потом поевшие на веселье. Мы так само повинны приходить у святыню голодные Пана Бога, как только покаштовать. И можно насытиться на 7 дён. Насыщаемся на 7 дён Божьим Словом, как дякуючи этому посилку одному, дойти и снова далее что-нибудь учинить. А ведаем, что посилок нам потребны, как мы виконували наши обов'язки. И так само тут, как посилок этой духовной нам потребны. И нас сюда призывая, как мы закаштовали этого нового Слова Божьего, нового життя, якое нам Бог дає для нашого особистого добра. Віру одиного Бога, хай за усіма. Славителя неба и земли, усього башного и небашного, и у одиного Пана
Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, первый всеми веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в славе, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бога, який поєднав нас з собою своїм милованим Сині Єсусі Христі, внесен в вдячностью супольной молитвы, молимся за святый костел Христовое тело, как все его вызнавцы, имкнуйте на святости, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. митку нашей країни, как их пасторская инициатива служила на користь усему народу, тебе просим. Выслухай нас, Пане. В єдності і згоді поміж народами, как в спокої, який дає збавця, запанував у серцях усіх людей, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За людей, яких докарає сумління, как вони знайшли спокой у сакраменті поєднання і покаяння, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За біату з нагоди дня народження просиш людей Божого благословення, потребних ласкав, опеки найсвятішій Панна Марії у зростанні у Божих ласках, а так само у здоров'ї тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутные, как удел святой им жив, оглублял нашу единность с Богом и людьми, тебя просим. Выслухай нас, Пане. Уже ты просветил воскрешение твоего Сына, заключил заповедь с человечеством, выслухай нашей молитвы и керуй нами, как наши ученики, за все были сходные с верой, якую издаем раз Христа, Пана нашего. Аминь. 187. Не бойтесь життя любові, для той любові варта жить. Не бойтесь життя любові, для той любові варта жить. Не бойтесь життя любові, для той любові варта жить. Не бойтесь життя любові, для той любові варта жить. Не бойтесь життя любові, для той любові варта жить. Молитесь, как мою и вашу, я отнял Бог, Отец всемогущий. Нехай вам Бог прийме ахвяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Боже, простодобный обмен здоровый дед бывается в этой ахвяре, ровишь на судебниками твоего Господа. Ученика, припознавши твою правду, последовно керовались ее в наших учинках, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. І з духа твоїм. Укору серці. Узносим від Пана. Подякуй
Одна гэта искра для мира. Справді Бога это и справедливо, слушна и избавительна, как мы Тебе, Пане, завсёды славим, а особливо в этот час больше урочисто обещаем Твою хвалу, как и Христос был охвярованный, як нашая Пасха, бо Он собранный ягнё, и Он взял грехи свету и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житье раз свое с мертвых повстание. Тому, откупленные человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а в хоре анёлов разом с усими святыми śpiewają wstawie im chwały, niespłynna usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит в имя Анна, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, в образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действою мocою Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно спираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую охвяру, тому у едности с усим костелом в первый день Тыдня, когда Иисус Христос у вас просит, послал на апостолов Духа Святого, образ Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего эти дары, какие мы приносим Тебе на охрану, как станциями, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю, бо Он у ту ночь, коли был выдадений, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал, благословил и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uwziął kielich, znał Тебе подяку складаючи, подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага заповеду, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа хвалю. Wspominając, Panie, zbawczej umowę Twojego Syna, tak samo Jego cudowne воскресение i niebo w Chryście, i czekaючи Jego другого przyjścia z подякою складаем Тебе эту живую и святую охвяру. Взглянь, просим на дар Твоего костела и прими Его як охвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленный. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом о Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом, другим сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, прав заступництва яких мы сподеемся на Твою нестойную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле со слугой Твоим папом Львом XIV, бискупом Юзефом
i усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднать с Тобою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей отошел с этого свету, прими у володарства Твое, где и мы сподеемся быть как разом зими, за все радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христовым у Христе, Тобе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и слава, разу вселяки вечные. Называемся детьми Божьими и не з'являемся тому полной вдячности, осмеливаемся сказать: Ойче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усякого неспокою, чекали исполнения счастливой надежды и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Який дариш на собі враги світу, змилуйся над нами, бараку Божий, який дариш на собі враги світу, змилуйся над нами, бараку Божий, який дариш на собі враги світу, а дари нам супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я, покликаний я на вечеру я будую. Пане, я не бабки, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Мертвых повстал, взят я тебе, бляском яснее ночь. Я не помру, мало души, Бог показал свою власть. Крыши добро, Анна, можешь войти в хозяин. Долго подойди ты, и Бога прославляй. Дякую тебе, Бога веки твоя ласка. Иисус Христос живый, и нож полная пляску. Дякую я тебе, и сердцем благословляю. Иисус Христос наш Бог, пришел своим нас избавляет. С мертвых повстал, сегодня живет, бляском яснее ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою мать. Крыши добра, Анна, можешь вести в разъяне. Дал на работы дивы, и Бога прославляй. Лишь довериться Пану, чья вера человеку, помая вестя и мощь, житем я удалищу, и не буду бояться, что гробить не смерть. Так страха гоню, и Пана буду хвалить. С мертвых повстал, сегодня живет, бляском яснее ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою мощь. Крыши добра, Пана, можешь войти в разъяне. Дал на работы дивы, и Бога прославляй. Номер 212. Хвалите с неба наша Пана, хвалите на вершинах небес, хвалите Пана, яко огненный, яко хвалите восьмидиакония. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите Бога на солнце и месяц, хвалите Бога на ясные зоры, хвалите Бога вы все небесы, и вы все воды, что под небесами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Просим Тебя, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, и Ты усмацнил на святейших сакраментах, и учеников Он покинувши старую верховность, перешел до нового життя в Сыну наш, раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы. 22 мая у четверг успомин Святой Рыты Законницы, 24 у субботу успомин Матери Божией, успомоги християнов. Раз увесь месяц май после святых им шоу вечеровых у 19:00 отправляется на божество майовое у неделю после святой мши у 10:30.
Сегодня, 18 мая 12 лет, отбудется урочистость гадовины першей святой коммунии, а после святой мши пикник на заканчение году катехетичного 2024-25, на який щиро запрошаємо. 21 мая у середу святой мши увечері не буде у 19 годин, буде відправлена тільки з раницы. Это день, когда ксёндз Геннадий был и пробовж этой парафии, будя обходить свое 25-годие посвящен святарских, памятаем про его с этого юбилею серебряного у наших молитвах. А 19 мая ксёндз Александр пробовж згадывал так само, где обходит свою годовину посвященную святарских, так само памятаем про его у наших молитвах. 25 мая о 12 године отбудется урочистость першей святой коммунии. 31 мая у Буцлаве отбудется сусветный день дитяти. Это мы, радость и надея кожный. Кто жадая и кто чуется детем, может записаться и ехать у Буцлав. Отсюда как выезд с-под каплицы у 7:30. Кошт билету 25 рублей. У две стороны, ни в одну нет. Что здесь вы будете себе акции сюда. Что записывайтесь, коли ласка место еще есть около 15 мест. Напевно, у автобусе, как его так само запомнить, поехать туда. Там не только съезд для детей, так само, но и для нас, кто хотел бы и планируя поехать в Буцлав. Процессия Божьего тела улицами города Минска с Золотой Горки планируется на 15 червня. Сегодняшняя третья неделя месяца, так званая неделя инвестиційна, ахвяри складені цілком предназначаються на будову, за які я щиро дякую. Як бачите, ми вже закончили огороджу, і вона вже зроблена. Чекаємо 30 днів, коли вона утвердніє, тоді ми завісимо ці прегради, які вже закуплені, стоять там на польовому алтарі і моляться вже за нас. Добре, що там теж нічого справляють. Дякую за керування на будову святих, за супольну індивідуальну молитву, за спів я право літургічною, за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив, помолився за тих, хто на репетиції святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, за ксяндза Олександра і Геннадія, за Константина і його батьків з народів Хросту і з батьків Хростних, за добродіях винодавців, так само нові добродії будівництва санктуарія Божої милосердності, за нас доручаючи кожного поособку, опіці Матері Божої Роженцової Твоєї опіці, оборони віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, судяшальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. О, святейша Богословия, я діла кров'я лісника, Ти, Боже, споцвіта сворожия, успомажия, дай сильно, один Тройцы, Бог святый, обетовал всеяки, а и закончится нащаденный богатство своё прими. Аминь. За детей, які год тому назад приняли в нашей парафии первый раз святую коммунию, как возрастали в Божьей любови, а так само помножали
свою веру. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste почуй нас, Chryste вислухай нас. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Matki Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, Malicja za nas. Święta Bogorodica, Malicja za nas. Święta Panna nad Pannami, Malicja za nas. Macie Chrystusa, Malicja za nas. Macie Kościoła, Malicja za nas. Macie miłosierności, Malicja za nas. Macie łaski Bożej, Malicja za nas. Macie nadziei, Malicja za nas. Macie preczystая, Malicja za nas. Macie беззаконная, Мalicja za nas. Macie непорочная, Malicja za nas. Macie невинная, Malicja za nas. Macie najmilejsza, Malicja za nas. Macie najcudowniejsza, Malicja za nas. Macie dobrej rady, Malicja za nas. Macie Zbawiciela, Malicja za nas. Macie Zbawiciela, Malicja za nas. Panna najmądrzejsza, Malicja za nas. Panna prawygodna, Malicja za nas. Panna prasławiona, Malicja za nas. Panna mogutna, Malicja za nas. Panna łaskawa, Malicja za nas. Panna wierna, Malicja za nas. Lustra sprawiedliwości, Malicja za nas. Stolica mądrości, Malicja za nas. Przyczyna naszej radości, Malicja za nas. Świętynia duchowna, Malicja za nas. Świętynia chwalebna, Malicja za nas. Świętynia sławna pobożności, Malicja za nas. Róża mistyczna, Malicja za nas. Wieża Dawida, Malicja za nas. Wieża złości sławowej, Malicja za nas. Za Dawidowie, Malicja za nas. Kauczenie za Marieku, Malicja za nas. Brama niebiesna, Malicja za nas. Zorka najjaśniejsza, Malicja za nas. A zarabieniem chory, Malicja za nas. Przytuła grzeszny, Malicja za nas. Paliokami grata, Malicja za nas. Suzdržanica zaskočali, Malicja za nas. Usługa chrześcijana, Malicja za nas. Королева Ангелов, Malicja za nas.
Королева патриарха, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева вероотсталцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева безрассудная, многозачатая, молися за нас. Королева небом всякая, молися за нас. Королева Жанца святого, молися за нас. Королева северная, молися за нас. Королева с луковою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранку Божий, який яреш на царє, як і світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який яреш на царє, як і світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який яреш на царє, як і світу, змилуйся над нами, Змилуйся над нами. веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес правдиво, аллилуйя. Молимся, Боже, Ты, правду воскрешения Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполни все радостью. Учини, просим, как раз заступниц Твоего Мати, Панны Марии, мы отрывали радость життя вечного праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молитвам нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас всюду. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе на допомогу крича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёный до Тебе, о Панна над паннами и Мати нашая, имкнуся, до Тебе прихожу, перед Тобою грешный плач стою. О Мати Слова, не погоржай словами моими, али почуй их ласково и выслухай. Аминь. Таямницу сакрамента, восхваляй мощи всеми, ради второе право, Боже новый заповедь, что нам розум не тумачить, свято веры принеси, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом,
Захавай у нас справу Твоей милосердности, как мы неспынно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати явлем праз Христа Пана нашого. Amen. За Тебе поклоняюсь. Всеми